Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам. Вас приветствует Чечен-синдром. Друзья, я как-то выкладывал видео о копии Вайнахской башни, которая находится в турецком селе Чердак, построенной потомками чеченцев. Ну а в этом видео, я хотел бы вам рассказать о другой башне, которая уже находится в Иордании, в поселке под названием Сухна. Как и в Турции, Иорданская башня построена потомками чеченцев. Друзья, для начала, мне вкратце хотелось бы вам рассказать про само возникновение поселка Сухна. После Кавказской войны в 1865 году, около 5000 семей чеченцев переселились в Османскую империю. Это переселение получило название мухаджирство. Чеченцы тогда чуть ли не обожествляли арабов, думали, что те живут в земном раю. Словом, не представляли, что их ожидает столько трудностей в пути и на месте назначения. Ехали на подводах, на них нападали, их грабили бедуины. Много тогда чеченцев погибло по дороге в Османскую империю, от рук разбойников, или от голода, холода и болезней. Так появились чеченские диаспоры в Турции, Сирии и Иордании. В марте 1903 года османские власти направили в Трансиорданию первые 700 чеченских семей. Переселенцы выбирали для проживания по возможности безлюдные районы, пригодные для сельского хозяйства, вблизи от водных источников. Так ими было основано 4 населенных пункта: Эзерка, Сувелих, Сухна и Асрак. В этих районах Османская империя узаконила проживание эмигрантов и выделила земли для ведения сельского хозяйства, которые стали использоваться под возделывание зерновых, овощных и плодовых культур с активным применением водных ресурсов этих районов. Это способствовало превращению заброшенных ранее площадей в плодородные земли, позволяющие производить достаточный сбор сельхозпродукции. Заселяя эти районы, османы также преследовали цель обезопасить строящуюся в этом регионе Хиджазскую железную дорогу. Переселенцы должны были стать преградой на пути набегов бедуинов. Большая часть проживавших в Эзерке чеченцев устроилась на работу на строящуюся железную дорогу. В 1911 году в поселке Сухна жило 33 чеченских семьи. В целом можно отметить, что чеченские переселенцы, несмотря на большую разницу в природных, хозяйственных и исторических условиях существования Иордании и Чечни, достаточно успешно адаптировались в новом обществе. После переселения, они активно включились в развитие сельского хозяйства и животноводства. Применив свой богатый опыт в этих областях, они устроили сады, посадили кукурузу и пшеницу. Это привело к значительным результатам. Чеченцы, в отличие от местных бедуинских племен, знали толк в земледелии и понимали, что основой успешного землепользования в этой стране является количество выпавших осадков, что объем собранного урожая напрямую зависит от климатических условий. Вместе с тем переселенцы принесли в Иорданию новые аграрные технологии и орудия труда. Кстати, те буйволы, которые были запряжены в арбы чеченцев во время их переселения, дали потомство на новой родине, и оно сохранилось и до наших дней. Чеченские переселенцы строили свои первые дома из самана, как и на исторической родине. Дома имели плоскую крышу, покрытую тростником, и обмазывались глиной. Такие дома не требовали больших затрат при строительстве, хорошо сохраняли тепло в холодное время и защищали от зноя в жаркое. Дома тесно примыкали друг к другу. Улицы были узкими. По мере роста благосостояния улучшались дороги, вода и электроснабжение. Для строительства начали использовать камень и бетон. Ну а теперь, друзья, вернемся к башне. Вайнахская башня в поселке Сухна является также и мечетью. Первую мечеть в Сухне чеченцы построили еще более 100 лет тому назад. Несколько лет назад встал вопрос реконструкции этой мечети. Местные чеченцы тогда предложили вместо обычной башни минарета построить башню-минарет в вайнахском стиле, так как такого рода башня является к тому же и символом вайнахов, которая всегда напоминала бы
что эти поселения основали чеченцы. Идею одобрили, и башню начали строить. Со слов местного жителя, отстроить такую башню было нелегко, так как в этих краях никто до этого не строил такого рода сооружения. Башню отстроили, ее высота составляет 33 метра. Минарет в переводе на чеченский означает «момсар». Местные чеченцы башню называют «бовсар», так как «бов» на чеченском означает «башня». Арабы, которые впервые видят эту башню, всегда интересуются и спрашивают, почему у минарета столь необычная форма. Ну а чеченцы, в свою очередь, объясняют им, что да как. В 2019 году население поселка составляло около 25 тысяч человек. Оно состоит главным образом из чеченцев и арабов иорданского и палестинского происхождения. К сожалению, чеченцев в этих поселениях сейчас в меньшинстве. На территории Азарки тоже есть мечеть, которую называют чеченской. Говорят, как-то приехал туда король Иордании Абдалла I, потомок пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, дед нынешнего короля. К тому времени в Азарке жили арабы. Они обратились к королю с разными просьбами. А чеченцы попросили его только об одном – построить мечеть. С тех пор король с большим уважением относился к чеченцам. Мечеть по его указанию была построена. Когда-то ее посещали только чеченцы, но теперь в Азарке миллион населения, много арабов. Все вместе в мечети молятся. Сегодня общее число чеченцев по всей Иордании составляет больше 16 тысяч человек. В столице Иордании Аммане есть квартал, который условно называют чеченским. Местные арабы уважают этот район и стараются ничем не беспокоить его обитателей. Чеченцев здесь считают суровой военной кастой жестких людей. Говорят, что чеченский район Аммана – самое безопасное место не то что в Иордании, а на всем Ближнем Востоке. Чеченская диаспора играет определенную роль в общественно-политической жизни Иордании. По имеющимся данным, личная охрана короля Хусейна в 60-х годах состояла в основном из иорданцев чеченского происхождения. Чеченские поселенцы принесли с собой в арабскую пустыню дух и благородство гор, веру в добро и справедливость. Так, в 1970 году, когда было совершено покушение на короля Иордании Хусейна, королевскую семью спрятали и спасли от террористов-мятежников в доме чеченца, Истай Погордалой. Ханя Сандра. Хани и его братья огородили королевскую семью, с которой они дружили,
от врагов. В 2014 году, во время визита в Чечне, король Иордании Абдалла II отметил, что представители чеченского народа внесли весомый вклад в строительство королевства Иордании. Чеченцы вместе с иорданцами создавали королевство Иордания. Сегодня они являются основной частью иорданского общества, занимают особое место в наших сердцах, сказал он. Несмотря на длительный период проживания в Иордании, чеченцы во многом сумели сохранить свои традиции, обычаи и культуру. В этом духе воспитывается и чеченская молодежь, они рассматривают себя неотъемлемой частью иорданского общества, участвуют во всех сферах его жизнедеятельности, но вместе с тем тщательно заботятся о поддержании своей самобытности. В среде чеченцев повсеместно распространено знание родного языка. Среди них не приветствуются браки с представителями других народов. В Иордании чеченцы часто занимают высокие посты, работают мэрами городов, трудятся в МИД, силовых ведомствах, даже в ближайшем окружении короля страны. В парламенте Иордании у чеченской общины имеются 2 постоянных депутатских кресла. Чеченцы смогли существовать в полном согласии с иорданцами, одновременно сохраняя свои традиции и уклад, поддерживая связи с родственниками на Северном Кавказе. Сегодня чеченская община является неотъемлемой и важной частью иорданского общества, доказавшей за более чем вековое пребывание в королевстве свою лояльность и преданность новой родине. Друзья, свое видео я хотел бы завершить строками из письма нашего соотечественника, проживающего в Иордании. Вот что он пишет. Вы даже не представляете, насколько сильно мы тоскуем по родине. Вся молодежь хочет вернуться домой, несмотря на то, что мы здесь неплохо живем. Даже 100 с лишним лет жизни в Иордании оказались недостаточными, чтобы заставить нас забыть, что мы чеченцы и у нас есть своя земля, куда мы должны вернуться. А еще он добавил, что мечтает о том дне, когда зайдет в Амманский аэропорт и последний раз оглянется на Иорданию. Ну а на этом все, друзья. Если вам понравилось, не забываем про лайк. С вами был Чечен Синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.